Ученые Тувы и Сибири исследуют озеро Дусхоль, чтобы выявить рекреационную нагрузку на природный памятник, то есть создать оптимальные условия для экотуризма. Всего в экспедиции участвуют 7 научных организаций, 3 из Тувы, 1 из Алтайского края и 3 из Новосибирска. Вообще с озером Дусхоль я не была знакома, не слышала об этом озере вообще нигде. Но в принципе ситуация, которая здесь складывается на этом озере, она не уникальна везде в мире. То есть такие озера с соленой водой, с лечебными ресурсами. То у нас суровый климат, сложные условия жизни. И люди стараются эффективным способом восстановить здоровье и силы в течение года. И они для этого используют летний период безбарьерным контактом с природными средами, с водой, с воздухом, с песком. И в результате приводят к нарушению природных комплексов. С каждым годом ситуация становится хуже. Появляется мусор, появляются следы от машин, отодвигается от берега растительность, вытаптываются тропы. Природные комплексы, они имеют определенный уровень устойчивости. До какого-то момента природные комплексы выдерживают нагрузку какую-то, в данном случае рекреационную, а потом они уже начинают сначала ухудшаться, деградировать, а потом могут исчезнуть, выпасть сначала какие-то виды, а потом получится голая земля. Для того, чтобы это не произошло, эту нагрузку следует дозировать, чтобы природный комплекс сохранял возможность к восстановлению. Ограничить количество посетителей пансионатов – это самое простое и, наверное, самое неверное решение этой проблемы, потому что, насколько мы поняли, разговаривая с людьми, они ездят сюда десятилетия, ездят каждый год. Если вы закроете территорию, построите шлагбаум, они просто сломают этот шлагбаум, и сюда все равно приедут. Вот, например, такое можно увидеть. С западной стороны озера, где стоит шлагбаум, выкопанный, и вокруг него уже накатана новая дорога. Примеры решения таких проблем во всем мире есть. Первое – это развитие инфраструктуры туризма. Это дозирование нагрузки тем, что создается устойчивая, назовем так, поверхность, на которой, например, это подготовленные площадки пикниковые для отдыха, куда люди приедут, поставят свою машину. То есть они не будут устанавливать ее в степи или там между кустарниками. Они приедут на удобную площадку. Прокладываются экологические тропы, назовем это так, но в принципе это просто, например, деревянные настилы, подходы к воде. Естественно, что человеку удобнее будет пройти самому по деревянному настилу правильно, чем идти по траве, которая по колено и режет вам ноги. В Туве я первый раз, работала мы на Алтае. На Алтае аналогичные озера, это, например, Яровое, например, озеро. Там, я думаю, что, скорее всего, ситуация примерно такая же, пока нет общей линии развития санаторного вот этого комплекса. Точно так же есть государственные учреждения, точно так же есть частные пансионаты, которые развиваются пока, не в одном русле, так скажем, и нет единой концепции курортной зоны, например, как можно было бы сделать здесь. И люди, которые приезжают на территорию, согласны с тем, что надо инфраструктуру развивать. И согласны сегодня, мы разговаривали с администраторами пансионатов, все тоже согласны. Чтобы убедиться в целесообразности этого, есть еще куча методик, которые называются готовность платить. Это социологические опросы можно такие провести, например, на территории у диких отдыхающих, спросить, например, сколько вы готовы заплатить за то, чтобы вы приехали, скажем,
встали на организованное место отдыха. Они бы вам сказали, там, я готов, например, 300 рублей в сутки заплатить или там 200, все по-разному могут сказать. И то есть можно как-то вот просчитать, убедиться в целесообразности такого решения. Дусхоль – это соленое озеро в 45 километрах южнее города Кызыла, в 3 километрах западнее озера Хадын и в 3,5 километрах восточнее озера Какхоль. Озеро пользуется большой популярностью не только у жителей республики, но и соседних регионов. В летние месяцы на него съезжаются много людей, вплоть до 1000 человек. Сегодня вдоль озера располагается 33 зарегистрированных пансионата, где остановилось около 500 отдыхающих и 150 единиц автотранспорта. На площадках неорганизованного отдыха зафиксировано более 50 палаток, столько же машин и около 200 человек. Это уникальное по своему составу и по свойствам озеро. Одно из уникальных озер, соленых озер, которые находятся у нас вот на территории Хакасии и Тувы. Озеро имеет минерализацию от 100 до 280 граммов на литр. Это очень большая минерализация. Содержит еще различные микрокомпоненты, микроэлементы, которые обладают бальнеологическими свойствами. В частности, например, достаточное количество брома. Это как успокаивающий такой элемент. Ну и все прекрасно знают о том, что в озере еще у нас есть достаточное количество лечебной грязи. Даже у нас есть месторождение, значит, которое оконтурено, и свойства его изучены гидрогеологической партией Тувинской геолого-разведочной экспедиции. В настоящее время почему проводится эта работа? Дело в том, что это озеро пользуется большой популярностью у населения нашего местного, и не только нашего, а очень многие приезжают из Хакасии, из Красноярского края, из соседних регионов, из того же Кемерово, Кемеровской области. И озеро испытывает огромную антропогенную нагрузку. В настоящее время наблюдается бесконтрольный вывоз грязи и воды. Очень много народу отдыхает, причем не соблюдается у нас водоохранная зона. Люди располагаются прямо в пределах этой водоохранной зоны и там делают и свои туалеты и так далее и тому подобное. Ну и вот для того, чтобы установить степень техногенной, этой антропогенной нагрузки на это озеро, проводится в настоящее время такая большая комплексная работа. Мы должны определить степень антропогенной нагрузки и должны создать методические рекомендации по дальнейшему использованию озера, потому что если не ограничить вот такую антропогенную нагрузку, то озеро может деградировать. Вот установлено нашими сотрудниками ТВКОПРСОРАН о том, что в озере идет уменьшение рачков Артемия Салина, которые являются фильтраторами, которые, собственно говоря, и обеспечивают лечебные свойства и образование грязей, лечебной грязи в озере. Отдыхающих много, отходов после них тоже. Как это влияет на состояние почв озера Дусхоль, рассказывает профессор Светлана Курбацкая. Нашим комплексом исследования озера Дусхоль и окружающей территории очень важным является изучение почв, почвенного покрова, так как почва является хранилищем всего, не только питательных элементов для растений, но и всяких вредных веществ, всяких отходов. Они удерживаются и сохраняются в почве. И поэтому почва является очень важным показателем о чистоте территории, о сохранении этого объекта. И поэтому мы делаем такое радиальное профили, составили от одного берега до другого, радиально с севера на юг, с запада на восток. Пока мы не можем сказать, что есть в почве, для этого мы берем пробы и будем делать анализы. Оказалось, что вокруг вот этих барханов очень много воды, источников, засоленных таких очагов, заполотистых таких мест. И вот оттуда мы берем, значит, профиль, проводим до озера. И оказалось, что грунтовые воды, которые текут внизу, оказываются пресные. Если грунтовые воды внизу идут пресные, то где соли?
или это локальное такое засоление, полезный такой участок засоления остается вот в этих понижениях. Или есть такой какой-то солевой горизонт древнего времени, да, оно где-то лежит и является подпиткой озера. И вот такая большая встает проблема не только данного озера, но всех озер, которые находятся в Тувинской котловине. Есть ли загрязнение нефтепродуктами? Есть ли загрязнение тяжелыми металлами? Что привносят люди и машины, которые здесь находятся? Чтобы почву изучать, необходимо выкапывать почвенный разрез. Вот разрез примерно такой бывает, где видны горизонты. Почва имеет карбонатность, большое такое засоленное. Оно имеет верхний такой слой. Да, мы сначала вот ориентируемся. Вот у нас есть градусник, где мы определяем азимут. Здесь совершенно вот это северная сторона, это южная сторона, азимут здесь 180 градусов. И ориентируемся. И GPS у нас точно мы отмечаем точки, потом будет составляться карта вокруг по содержание вредных элементов, там полезных элементов. То есть такая вот картография будет. Анализ почвы, реакция соляной кислоты с содержанием карбонатов. И если карбонаты есть, то появляются такие пузыри. Значит, эта почва сверху не получается пузыри, карбонатности нет. Вот здесь, ну, чуть-чуть. Но, в общем, нижний горизонт карбонатный, видно, как реагирует на соляную кислоту. Почвенный профиль, вот горизонт А делится, и потом карбонатный слой Б горизонт, Б карбонатный, и С почвообразующая порода, супис такая. Для котловины Тувинской очень характерная светлая желтая супис. Ну, здесь такая серая. Это говорит о том, что это раньше были морское дно, и пески, это все перевеянное. Этот разрез показывает, расположен на самом людном месте, на пляжном участке. И вот показываем мы уплотнение почвы здесь, как происходит. Есть ли дыхание этой почвы, почвенного слоя. Это практически это уже не почвенный слой, это получается такое антропогенное наслоение. По этому разрезу можно судить ранний уровень воды, как было. Вот нанесено очень много. И вот этот нижний слой, вот коричневый, сантиметров где-то 18-20, видите, темный горизонт. Это говорит о том, что это когда-то было верхней частью. Вот сколько, за какое время это все намыло, надо вот еще возраст надо показать. И вот это грязные слои, темные, черные, это показывает о том, что здесь растительности было больше, образование гумуса происходило, значит, органики было много. Но в нижней части горизонт глиняный. Вот эта красная глина уходит оттуда. Эта глина является водоупором. И на ней идет грунтовая вода. Ну, по порубу эта вода здесь соленая. Грунтовая вода расположена на 48 сантиметрах. Здесь мы ожидаем нефтепродукты какие-то. Снос вот со всех этих окружающих территорий и откладывается в почве. Может быть, тяжелые металлы есть от машин, от бензина, всего, свинец, цинк. Возможно, есть в увеличенном количестве. Это нам покажет анализ. Александр Макаров оценивает состояние животного мира охранной зоны. Ученый увлеченно рассказывает, что такое канавка и зачем она нужна. Чтобы оценить биоразнообразие среды,
Александру Макарову, как и многим ученым, приходится преодолевать многокилометровые маршруты. Ведь надо посчитать, сколько живых гнезд в округе и как меняется животный мир под влиянием человека. В последнее время антропогенная нагрузка окрестностей озера Досхоль возрастает все больше и большей степени. И для оценки вот этих изменений животного населения нужны провести мониторинговые исследования по населению птиц и мелких млекопитающих. Для оценки выявления биоразнообразия окрестностей озера Досхоль нами предпринято в этом году изучение населения мелких млекопитающих при помощи 50-метровых ловчих канавок. По мелким млекопитающим у меня есть выделены 4 места обитания. В каждое место обитания для выявления населения мелких млекопитающих вырывается одна 50-метровая канавка. В одну канавку по длине вкапывается 5 конусов. В качестве конусов я использую пластиковые 5-литровые бутыли с отрезанным дном. Вкапываю их в дно канавки и заливаю на четверть высоты формалином. Зверек, когда бежит по своей территории, он падает в канавку и бежит по канавке, надеясь найти более пологую стенку, чтобы выбраться. Он бежит и проваливается в конус. Там формалин. Он погибает быстро, не мучается. Выявить видовой состав, численность каждого вида и биотопическое распределение, неоднородность населения мелких млекопитающих в пространстве в окрестностях озера Досхоль. Отловы будут проводиться с 15 июля по 31 августа. Во второй половине лета. В это время популяция мелких млекопитающих выходит на пик численности, поэтому риска подорвать их обилие, численность сводится к минимуму. Для оценки населения птиц у меня в окрестностях озера Досхоль выделено 5 мест обитаний. Это, опять же, полынь разнотравно-карагановая степь, степь с лесополосами, степь с лесополосами, посадками вяза, полынь разнотравно-злаковая степь под выпас и озеро Хаден. Для учета птиц используется методика маршрутного учета. Учетчик идет по маршруту и учитывает всех по голосу и по внешнему виду всех встреченных птиц. Записывает их дневник, полевой дневник. Это вид птицы, пол птицы и расстояние до них. Впоследствии в лабораторных условиях уже рассчитывается обилие на квадратный километр каждого вида. И в населении птиц здесь абсолютно преобладает в степных биотопах полевой жаворонок. Его обилие колеблется от 497 в первой половине июня до 357 во второй половине июня в разных биотопах. На втором месте, как правило, это желтая трясогузка сейчас. После вылета молодых они начинают кочевать по окрестностям, и обилие птиц степных биотопов повышается из-за желтой трясогузки. На третьем месте северная барматушка, есть такой вид, и черноголовый чекан. Из хищных видов птиц здесь абсолютно преобладает черный коршун. На сегодняшний момент выявлено 10 гнезд жилых с птенцами все. На втором месте это 5 гнезд выявлено пустельги, все тоже жилые, и 3 гнезда махнологового курганника. Восточно-сибирская чайка. Это обычный вид за пределами к востоку от Енисея. Озеро Досхоль находится на территории Тандынского кажуна, который является одним из передовых в Туве по сельскохозяйственному направлению. Поэтому вокруг озера немало чабанских стоянок. Как же влияют хозяйствующие субъекты на растительный покров охранной зоны озера Досхоль? Проводим оценку состояния, в каком состоянии на сегодняшний момент находится растительное сообщество. То есть степень их деградации. Потому что при интенсивном воздействии на сообщество происходит вытаптывание. И одни виды сменяются на другие. То есть одни сообщества сменяются на другие. Происходит разреживание сообществ. И нам важно сейчас оценить, в каком состоянии находится. То есть как дальше использовать. Либо, скажем, сделать ограничения какие-то ввести
на использование, либо сделать чередование. Также мы берем фоновые сообщества, то есть это естественные ненарушенные сообщества, и берем сообщества, которые антропогенны, наибольшее антропогенное воздействие. Мы захватываем гораздо большую часть. И дальше планируется составить геоботаническую карту растительности окрестностей озера Дусхоль, где будут зафиксированы все типы сообществ, в масштабе 1 к 2000. Это вот ортофотоплан фактически. И сегодняшний маршрут наш указан, он практически вот этот маршрут сегодняшний был. Вчера мы обошли западную часть озера, южную часть и с востока, восточную часть. Также захватили небольшой участок озера Хадена. То есть это как раз я то, что говорил о фоновых сообществах. И здесь вот мы видим тут опустыненные на ортофотоплане такие белесые, это вот опустыненные степи. Где-то чуть-чуть больше зелененькое, такое темно-зеленое. Это ковыльные карагановые степи. Здесь вот по краю озера с северной стороны луговые сообщества полидоминантные, такие немножко заболоченные луга. То есть участок вот такой фоновый. Но это все как раз то, что я говорю, что будет отображено на карте. Южная часть озера, фактически каждый участок кому-то принадлежит. Это уже частная собственность. То есть здесь уже ограничений сложно какие-то вводить. А то, что касается северной, западной и восточной части, то здесь, конечно, надо как-то ограничивать, либо чередовать. Мы уже второй день работаем, а группа выезжала еще и рано весной, работали, здесь проводились работы. И на сегодняшний день выявлено, здесь обнаружено 5 видов редких охраняемых растений, которые включены в Красную книгу Республики Тыва. Часть из них включены также в Красную книгу Российской Федерации. Это карагана, алтайка, 3 вида окситрописа. В гербарии мы собираем виды, которые трудно определяемые. То есть мы собираем в гербарии, храним их, а потом определяем с помощью определителя. И дальше отправляем в коллекцию. Потому что есть коллекционные фонды гербарные, и они там хранятся. На сегодняшний момент собрано более где-то около 100 листов гербарного материала, который приедем в лабораторию с помощью бинокуляра, определяем определители растений, и мы уже, соответственно, выявим конкретно, что это именно принадлежность этому виду. Здесь еще выпас оказывает роль влияния, то есть это тоже немаловажный фактор, то есть, которым мы прошли вот эти фоновые сообщества, они также сильно подвергаются пастбищной нагрузки. Контролировать ее также нужно и важно, и чередовать вот этот пастбищный оборот, вводить, то есть как контролировать. Хотя сейчас, опять же, это все в частных руках. Скажем, в один год они в одной территории пасутся, второй год потом на другую территорию, то есть перегоняют. То есть и делать такое чередование. Что в свое время было рекомендацией для колхозов-совхозов. В Туве комплексные исследования проводятся не только в Год науки и технологий в России, но в этом году особенно важно отметить вклад ученых в сохранение природы Тувы. В 2021 году, опять же, по заданию нашего Министерства природы, совместный такой научный коллектив принял задание по изучению природных особенностей озера Дусхоль и его окрестностей, что очень важно и целесообразно в целях сохранения и рационального использования этого озера. В условиях высокой конкуренции стран в области науки и техники очень важным для республики является мобилизация ученых, именно мобилизация сил по изучению различных объектов
объектов, которые очень стратегически важны для нашей республики. Как сказал зачинатель природоохранного движения в России, ботаник Иван Бородин, мы являемся обладателями в своем роде единственных сокровищ природы. Уничтожить их легко, но воссоздать нет возможности. Наши ученые продолжат работу с собранным материалом уже в лабораториях, а мы с нетерпением будем ждать результатов исследования озера Дусхоль, чтобы применить в жизни рекомендации по турнагрузкам на памятник природы. Айдана Хоулы, Владимир Сюртук, Кузылсары Сырен, Тува 24.